Добрый вечер, друзья. Светик Хелшин. Так, меня просили показать, как я делаю малосольные огурчики. И вот я сегодня решила вам их показать. Значит так. Вот так вот. Ну, можно и обычным ножом, но вот таким рифленым. Получаются они красивее. Вот так вот. Видите? Не знаю, видно ли вам хорошо. Килограмм огурчиков. Я их помыла, высушила, отрезала хвостики. Теперь буду вот так вот нарезать. Тем более завтра у нас снова намечаются шашлычки. Обещались приехать девочки. И друзья мои прислали сегодня мясо сюда, чтобы я замариновала, чтобы они собрались у нас. Заодно, потому что и мои дочки приезжают, и внук, и внучка. И вот завтра будут шашлыки. Шашлык я уже замариновала. Но сегодня не стала его снимать, как мариную. В следующий раз как-нибудь сниму, наверное. Хотя так маринуют все, наверное, и это ничего нового. Вот так вот, видите, не знаю, видно ли вам, нет. Они таким рифленым ножом получаются красивее. Вот. 2 килограмм сделала буквально позавчера. У меня ни одного огурчика не осталось. Их съедают просто так. Их даже моя мама очень сильно любит. У нее тоже сегодня закончились. Она говорит, что огурчиков нету. Говорит, аппетита нет. Всегда просит малосольные огурчики. Таким же образом можно и помидорчики делать. У меня, правда, нет сливок, но со сливок красивее получается, вкуснее. Потому что круглые помидоры, они жидкие, и слишком много сока выделяется, от которой сливки. Из них хорошо получаются малосольные помидорчики. Но я, может быть, хоть и круглые сделаю, покажу вам. В принципе, показывать нечего, это то же самое. Я даже зимой их так делаю иногда, хотя они бывают дорогие. Именно вот, ну, когда у нас гости могут читают, нравится. Какая разница, что я салат делаю, что я их замариную. Так, ну вот, огурчики я нарезала. Поближе штатив. Немножечко научилась работать с штативом. Так, друзья, ну вот я, чтобы долго не мучить вас, сразу нарезала чесночок, вот 2 зубчика чеснока, 2-3 листика лаврового листа, 1 горький перец. Ну, перец, если не любите, то меньше. 1 горький перец, конечно, будет чуть-чуть островатое, но мы любим острое. Так, вот зелень укропа и петрушки. Укроп у меня старенький, ну, в смысле, не старенький, а зонтик ушел, я так подорвала там немножечко. Если бы был молодой укропчик, было бы очень здорово. Но мои куры, цыплята и утята не дают вырасти ни укропчику, ни луку. Так, значит, вот смотрите, все вы запомнили, наверное. Килограмм огурцов, 2 зубчика чеснока, 1 горький перец, 2-3 лавровых листика, столовая ложка сахара, столовая ложка соли, не с горкой, и столовая ложка уксуса. И все, просто
проще простого и очень вкусно. Все перемешали теперь. Раскидала сахар. И вы знаете, даже минут через 10 малосольные огурчики готовы. Ну, а вот так можно, чтобы они стояли и до завтра. В принципе, они у меня, если я, ну, я обычно, чтобы не заморачиваться, 2-3 килограмма сразу делаю в эмалированной кастрюльке. И не хватает на 2-3 дня, но не больше. Килограмм огурчиков мы съедаем в день. Потому что с любым блюдом мы обязательно должны быть маринованные огурчики. Хоть мясное блюдо, хоть пирожки, хоть лепешки, которые мы делаем, наши национальные. Совсем сочетаются эти огурчики. Вот и все, они готовы. Некоторые добавляют лук, ну, масло растительное. Мне не нравится, это уже получается салат какой-то. Я не люблю. Вот так вот, что я делаю. И причем всем это нравится. Многие у меня есть рецепт просили. Девочки, когда я готовила, родственников наших я готовила. Были времена, что вот умер дядя моего мужа, так я там в день по 4 ящика огурцов готовила, друзья, потому что в действительности с мясом только так ели, всем нравилось. Вот и все. Закрываю крышкой. И салатик готов. Вернее, не салатик, а огурчики малосольные готовы. Через 10 минут их можно есть. Все, друзья, меня просили рецепт, я поэтому вам его сняла и показала. На этом все. Сегодня уже 12 час ночи. Везде Алхелшин. Спокойной ночи. Всех благ вам. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.